Как здорово жить, сотворяя шедевры, счастливыми быть и на радость другим с утра просыпаться. Теперь мне надо сесть, вам рассказать, как делать вообще рисунок. Мы пишем стихи, что касаются сердца. Мы ставим спектакли, где страсти пылают. Снимаем кино, где миры оживают. Рисуем картины, где краски поют. Так, давайте я с лисы покажу, она посложнее. Можно я сяду, покажу на листике, а потом... Ага. Карандаш есть? Угу. Так, значит. Угу. Сначала вы рисунок карандашом делаете, чтобы вам было легче, но на карандашик не давите совсем, чтобы потом, когда красками будете рисовать, ну или если нужно что-то стереть, он потом будет по холсту размазываться. Поэтому как бы совсем-совсем вот легонечко. Его все равно будет видно, но в дальнейшем будет легче работать. И какой бы рисунок у нас ни был, хоть лиса, хоть кот, хоть вот такой кот, нужно сначала на листе это все закомпоновать, как вам, как бы, чтобы расположить, да, чтобы правильно было расположение. То есть, если у нас листик, да, то есть у нас не может быть рисунок вот такой маленький. То есть у нас все должно быть заполнено. И также не должно быть, чтобы, допустим, вот шапка лисы, к примеру, упиралась вот совсем в потолок, да. Поэтому сначала легонечко вы берете и намечаете вообще общее положение. Ага, а ты вот эти не хочешь стереть? Как? Красочкой. Я уже все убрала. Красиво очень. До 14 февраля времени вагон. Или дома просто красочкой подытываешь аккуратно. А типа черный, да? Ну да. И берете вот так аккуратненько намечаете. Прям вот сначала совсем легонько, чтобы потом, не стирая вот это все, можно было как бы уточнить, подправить. Вот прям легонечко-легонечко. Потом уже начинаем, смотрим, ага, вроде бы все влазит, да, как бы все нас устраивает. Можно начинать потихоньку уточнять. Вот где у нас будет шапочка, вот у нас тут будет мордашка, носик, к примеру, поворот, да, головы еще смотрим, что вот так будет мордочка, здесь мордашка, ну, то есть шапочку мы потом можем куда-то подвинуть, передвинуть, уточнить, поэтому и делаем легонечко. Спиночка, здесь, допустим, хвостик, и вот здесь будут лапки, нижнее положение еще уточнили, и вот здесь будет хвост. Теперь нам нужно, так как морда у нас лисички такая, самое главное, вот ушки сразу наметим. И ушки должны как бы быть, вы должны представлять, что они на голове растут. То есть не просто вот оно вот здесь сбоку, да, оно должно заходить на голову, особенно вот с этой стороны. Там-то ту сторону мы не видим, потому что он повернул мордашку. И начинаем таким образом уточнять. Шапочка и намечаем глазки. Глазки удобнее, когда вы сначала сделаете для себя такое как бы поле. Потом внутри него уже начинаете размечать, где будут находиться глазки. Между глазками должен помещаться, так же, как у человека, в принципе, у лисичек, собачек, кошечек примерно тоже хотя бы один глаз. У кролика только у них вот широкая мордаха. А у вот этих зверюшек, то есть не должны быть они слишком близко. И вот сюда мордочка пойдет. Носик будет выходить. То есть, видите, изначально я его здесь наметила, но в ходе работы я его просто переношу там, где он будет в дальнейшем. Мордашку сюда. И делаем вот эти глазки. То есть у них уголочек, что у лисы, что у кошечки, ну, как бы вверх внешне смотрит. Но у кошек тоже бывает. Вот здесь, например, вообще очень круглые глаза, да? Но уголочек внешний, вот он здесь. Здесь, в принципе, тоже, видите, уголочек выше, чем внутренний уголок, ну, внешний уголок. Так, и сюда. Прям досконально, ну, вот все вот эти блики прорисовывать карандашом не нужно. То есть это можно будет сделать сразу красочками. Вам нужно сначала... Вот прям волчок получается такой, как мне надо. Ну вот.
Ну, кстати, собаки, лисы, они же и с собаками родственные, и с кошками по повадкам. Поэтому можно из лисы при желании сделать и волка. Так, и вот так намечаем. Намечаем. Где-то можно уточнить. Где-то можно будет сразу подправить красками. То есть, ну вот прям досконально, ну, как бы не особо. Главное, чтобы положение и более-менее. Так. Вы, конечно, можете это все подольше попрорисовывать. Да, я думаю, у нас это до конца вечера вот столько бы хоть бы сделать. Вот, потому что мне нужно, чтобы вам еще времени больше осталось. То есть вам самую суть, да, что вы начинаете легонько, потом уточняете. Ну и здесь вот лапки тоже сначала уточним. Их, собственно, вот здесь особо и не видно, да, как идет, потому что они пушистые. Что этот кот пушистый, что это, да. То есть там уже прием кисточкой я покажу, как показать вот эту форму и где вот тут грудка, где лапки. Это все будет за счет кисточки у нас решаться вопрос, за счет мазков. Поэтому мы вот так наметили и потом в дальнейшем будем остальное делать кистью. С карандашами там особо. У вас тоже, вы, допустим, так, вот это я тогда к себе заберу. Здесь тоже, господи, в целом, допустим, где будет голова, где тело, да, и располагаете вот след от уха, идет ушко, здесь вот глазик и мордашка. Носик у них буквой Т идет у кошечек. Кстати, у вас тоже же, да, вот смотрим на форму. И вообще вот эта часть, это как треугольничек можно сделать. То есть глазки и на конце треугольника носик. Его потом делаете как буквой Т. И вот здесь самое главное, что есть у них вот такое пространство. То есть палочка вниз. Также вот здесь. У лисы, кстати, тоже есть. Кто делает лису? Вот. И для кота примерно вот такая голова у него будет. Вот здесь ухо. И вот сюда пойдет тело. У вас голова где-то вот здесь. Вот так примерно. И тело немножко. Ветки можно схематично просто направление сделать. Да, а потом мы начнем с фона. И дальше уже котом сверху. Так, здесь, то есть, самый овал, сюда потом намечаете еще один овал, да, ну и потом хвостик чуть ниже идет, клювик, как бы он заходит вот здесь на голову, глазик. Ну, самое то, что вам нужно распределить один овал и вот этот овал. Это сделали, остальное как бы ничего сложного уже там нету такого. Так, карандашик, сейчас дам клячку, сейчас еще покормлю блютузик, чтобы у нас музыка никуда не делась. Он хочет кушать. Так, тебе не дует? Мне нормально. Нормально. Сейчас немножко проветрится. Интересно. Нормально? Вот эту часть немножко, прям вот, чтобы у тебя закругление вот здесь было. Видишь? Вот эту характерную часть тебе надо показать. Прям возьми кисточкой мазок, за счет мазка сделай. Так, и вот у тебя главное идет вот эта часть. Вот эта. Значит, вот эту ты приглуши, потому что она вылазит. Подожди. Вот эту часть вот с этой соедини. Вот с этим сверху, чтобы вот это не выглядывало. Потом... Стой, нет, подожди. Вот это надо соединить, иначе у тебя, видишь, отдельно вылезло. Так, потом идет вот здесь. Потом более темной краской, прям коричневый с синей смешай, но так, знаешь, ядрененько. И подчеркни вот падающие тени. Вот эти, вот, допустим, вот здесь где-то. Вот это вот, да? Сейчас смешаешь, я тебе покажу. Кстати, вот этот я тебе сейчас достать могу, чтобы ты его могла сделать.
Здесь тоже с растяжкой ты делаешь, то есть внизу темнее, а здесь светлее. Отсюда начинаешь горизонтальными, вот так идешь и растягиваешь. Да. Теперь смотри, тебе нужно Нет, не обязательно, тут немного. Тебе нужно вот в этих местах кое-где вот так подчеркнуть. Раз немножко, старайся от шарика начинать. То есть мы всегда от середины к краям штрихуем, не с краю начинаем. Так, где же у меня... Сначала просто общий размер, да, потом... Угу. И спинку, шейку, то есть все вместе вести весь рисунок, не сразу в детали пускаться, а вот уши можно наметить, а потом уже будет понятнее, где по отношению к ушам глаза расположить. Потому что если сразу в детальки, это тяжело. Вообще даже карандаш не умеет держать. Не, нормально вы его держите. И вот здесь что-то расстояние, Так, наверное, сильно широко нет, сделала. Да? вот здесь морда много осталась, и он издалека похож на сову. То есть вот голова, Ага, вот такая. да, а тут получается вот он лоб, вот здесь будет у вас мордаха, грубо говоря, вот эта вот часть. А глаза не сильно расставлены? Да нет, вот, просто вы его уточните потом, этот глазик, и будет нормально. Здесь еще пойдут ушки. Ушей нет, поэтому вам кажется, что не там. То есть уши, глаза относительно ушей. Да. Резинка нельзя пользоваться, да? Можно, сейчас, подождите, я Что такая страшная получилась? клячку вам дам. Резинка много размажет, а вот клячка ей будет хорошо промокать. Что это? Клячка. Это вот такая вещь. Ну, я вон там уже брала. Да, вот это клячка. Еще есть формопласт. Он по форме похож на резинку, по виду похож на такой желатин застывший. То есть он достаточно твердый, но это... Силикон, да? Ну да, что-то типа того. Но он у меня почему-то долго не задерживается. То кошки украдут, то еще куда-нибудь. Bluetooth disconnected. Да. Похож на Да, похож. Потом этими мазками сделаем то, что нужно. Страшная Так, птичка. этот, Чего мне страшно? шею сильно вылезли. Не шею, а грудку. Да. Вот. А эту, наоборот, побольше, да. побольше. А то у меня глазик не на месте. Я вот его раздвигала. А клювик чуть-чуть поменьше сделаем. Вот так. Это вот убрать, да? Здесь? Да, можно промокнуть, чтобы она не сбивала с толку. И крылышко, получается, от головы пойдет. Так, вот здесь глазик. Здесь пойдет беленькая штучка, чтобы вам легче было ориентироваться. И вот оно, крылышко. Так, у нас вот здесь грудка. Крылышко вот оно пошло. И хвост вот сюда. Угу. Так, ну, А здесь же хохолок, как бы, да, вот здесь чуть. это мы кисточкой проще сделаем. Так, палитра. Это не такая. Нормальная она. Сейчас вы, когда красками начнете делать, у вас там еще много линий, которые сейчас вас с толку сбивают. А потом, когда будут краски, будет проще. Для фона вам нужна будет вот эта большая кисточка. И сейчас выложим красочки. Это белое сразу много. Давайте что мы будем смотреть? Тут краски на палитру просто. А, ну можно снять, Евгеньевич. Так, Как накладывать теперь сюда? Синего голубенький, много, зелёного, синенький да. И желтенького, да. и желтенький. Да, там еще розовый, но у нас прям такой розовый не получится. Это должен быть другой оттенок, будет просто красненький. Но с ним надо будет аккуратно себя вести, потому что красный, он очень активный цвет. И если вы его много плюхнете на кисточку,
то у вас вся картина будет красная. Так. Теперь вот это промоем. Так, и где-то у нас синий потемнее, поэтому мы в него будем чуть-чуть добавлять черный. Но тоже аккуратно. Черный, как и красный, очень активный, ядреный. Тоже много плюхните, будет караул. Поэтому чуть-чуть. Вот я его отдельно прям положу. Лучше потом доложить, добавить. Это желтенький, но это красненький чуть-чуть. Давайте сначала с фона начнем. Потом можно будет добавить, потому что краска будет подсыхать. Лучше ее потом выложить. Нет, а хвост, по-моему, надо ниже не делать. Хвост, когда нет, чит, так хвост. Ну, я специально его подняла, он там как-то это... А, здесь не надо? Ну, здесь он прям совсем опустился, я его просто чуть по это специально сделала. Power Как-то off. немножко неестественно. Так. И выкладываем краски на краешек, чтобы здесь оставалось большое место для работы. А то мешать будет негде. То есть, если бы мы выложили краски на середину, то как бы смешивать пространства не осталось бы. Так, и вот теперь самое интересное. Кисточку вы держите не вот так. Корочку. Нет, не вот так. развернем, чтобы мы видели. Кисточку вы держите вот так. Особенно, ну, когда на столе работаете, акварель, допустим, что-то, то там, ну, без вариантов, будет неудобно. А вот когда работаете на холсте, то кисточку держите вот так. То есть берете руку, в нее вкладываете кисточку и пальцем прижимаете. Ну, вот можно подальше. Для чего это нужно? Что вы, когда прижимаете кисточку вот так, да, у вас большая площадь соприкосновения. То есть, если вы чуть-чуть вот так прижали, будет узенький слой. Ну, давайте я вот с краской чуть-чуть покажу. Легонько, то есть, то ли прижали вы вот так, сейчас, минутку, вот так, либо вы прижали вот так, да, то есть разница. Если какая-то мелочевка, то, конечно, можно взять вот так, то есть с этого, ну, ничего не случится. Сейчас мы закрасим, ничего страшного. Вот, и когда вы ее вот так держите, у вас большой размах, да, большая амплитуда движений. То есть, если когда вот так, то... Как обычно мы привыкли, да, это будет меленько, ну, работа будет дробная. Так, и теперь фон у нас там сверху светлый. Вы берете, отделяете белую красочку теперь туда, где мы будем делать замес. Так как у нас фона много, то и заготовка должна быть... То есть это все белое даже? Нет, мы будем добавлять потихонечку. То есть туда сначала голубенького вот так намешаем. Видите, тоже немножко добавили, уже он такой... Но сверху там достаточно светло, поэтому вот так, по чуть-чуть. Всегда краску, особенно, ну, когда незнакомый материал, лучше по чуть-чуть добавляете. Так, лишнее убрали. И теперь вы не просто затираете, а вот так именно прям мазками ее стараетесь Куда я попробую это? смешать. Так, а как держать? Да, вот так, вот так, вот так. Угу. Да, и ее больше прижимаете, больше... Да, чтобы плоско, да. И по-разному их кладете. Потом, где вам нужно потемнее что-то сделать. Так, у нас какой-то холст странный, на нем все скатывается. Ну, можно будет потом погуще. Сейчас он подсохнет, красочка, и по второму разу. Вот, допустим, у вас прошли вы какое-то место, надо потемнее. Вы берете, добавляете краску вот сюда в заготовку. И начинаете... рядом. Ну, оставляете предыдущий тон немножко. Кладете вот так рядом. Потом вы берете, вам нужно вот эти две части соединить. Вы берете на палитре, вот здесь делаете средний тон между тем, что было, и тем, что стало. И проходите посерединке. Вот. И пусть у вас вот эти мазки будут видны. То есть так именно должно быть не затерто, да, когда все там... Не ровненько, не надо такое делать. Не-не-не. Вот должно быть именно так. То есть, если посмотреть, видите, здесь везде все вот это как бы... Ну, единственное, что вот здесь она скатывается, но пусть она подсохнет, можно будет пройти еще раз. Я думаю, она как бы То ляжет. есть не вот так, не так, а именно вот... Вот, по-разному. Конечно, если какую-то мы форму предмета делаем, как вот когда к птичке перейдем, там мы будем класть мазки по форме. Либо, допустим, когда будем иголки делать. Ну, там я покажу. Пока вы просто вот с фоном таким образом работаете. Так,
Сейчас я вам дам табуреточки. Угу. Так, а ветки это вообще... Да потом что-нибудь. Нет, а я хотела, мне какое-нибудь тело там ему. А у вас тело-то, смотрите, видно-то только чуть-чуть, остальное все ветками закрыто. Ну, может изменить. Ну, он такой в лесу. Ну, если хотите, то можем, конечно. Так, значит, вот у него идет... Просто я как бы контуры тела вообще не представляю. Да вот у него где-то вот здесь будет спинка идти. Как-то вот так он идет. Да, Хотя нет, он выглядывает. Вот здесь у него да, у него больше спины. там спины, да, здесь а как бы здесь- нога, да. Мгм. И вот он. И у вас еще надо будет немножко, если хотите такое же выражение, то видите, один глазик чуть выше, он как бы голову наклонил. Здесь он просто ее повернул, а здесь чуть еще наклонил. Ну, это по желанию. То есть вы можете либо оставить, и вот здесь ушко должно немножко заходить на голову обязательно. Иначе они будут как бы просто приставлены к голове, они должны на ней расти. Так, Здесь что-то с носом, с глазами, вообще ничего никак. так, можно я? То есть у них вот эта переносица идет, вот она сюда, носишка, раз. И вот здесь потерялся вот этот, помните, я говорила, что длиннее. палочка, да, должна быть. То есть тут как значок Мерседеса у них, раз. Где-то даже какая-то шутка была, там показывали, что вот откуда пришел значок Мерседеса. Так, и вот здесь вот этот мешочек слезный такой, как он у них называется. Так, в принципе, нормальный такой кошак. Это, зрачки сделаем потом, а то как бы все равно, когда будете делать сам глаз, они будут размазываться, будет неудобно. Лучше, Сверху. да, лучше сверху, то есть не тратить сейчас на это время, а сделать все потом. Вот, ну, собственно, да, сейчас я вам водички налью. А, палитра есть? Мастихина Елены Анатольевны. Что, ветки вот так махануть? Да, можно чуть-чуть. Хотя, в принципе, можете и потом сверху махануть. Так, и теперь выкладываем достаточно. Так, и я сейчас вам еще одну табуреточку принесу для того, чтобы стояла вода. И лишние краски мы туда так вот это перемешаем. Вот этот клей. Мы можем одну коробку убрать и воду поставить. Да, собственно. Нет, все равно с двумя стульями удобнее гораздо. Потому что зачем тесниться, когда можно не тесниться. Правильно же? И еще одну палитру дам. Так. Вот эту лишнее соберем. И сейчас я сначала сбегаю за водичкой, чтобы мы могли мастихин тоже прополоскать. Так, теперь смотри, вот здесь у тебя должно быть пространство, да, светлое. Вот эту тень еще усиливай. Вот как бы здесь у тебя должна быть тоже разница по тону. То есть вот линию вот эту, от нее тон усиливай вот сюда, да, чтобы у тебя не контур был, а именно разница в тоне, как вот здесь. То есть не видно же, да, шарик темнее. Также у тебя здесь должен быть фон темнее, чем шарик. А что сначала как полностью все вот это вот Вы заполнить, начинаете а с потом дальнего... вот это сверху, да? Иголки однозначно сверху, то есть представьте, вам потом фоном каждую Да, иголочку обходить. Поэтому вы сначала делаете фон вот этот дальний. Но здесь у вас будет, ну просто вот вы за счет мазков вот где-то можете вот это показать. Также и снег. Здесь сделано под акварель, но у нас с вами материал немножко другой. Поэтому здесь вам нужно будет просто мазками где-то вот по-разному их класть, небольшие мазки. И начинаете с него коричневатый. Где коричневый, допустим, вы видите, там можно смешать красный и зеленый. Будет вам коричневый. Вот, когда до него дойдете. Так, сейчас, секунду. Просто я посмотрю, там... 791 номер. Все, спасибо. Так. Ну, как бы... В целом у тебя тут как бы и здесь показано, только
вот эту часть, видишь, то есть здесь чуть светлее, вот здесь чуть темнее. То есть краевой эффект. Можем его немножко усилить. Сейчас она смягчится, я когда буду ее соединять. Угу. Так, Ангелина, вот эту часть темную растяни сюда, растушуй, а то она полосками смотрится. Еще в целом притемни, хорошо? Сейчас я тебе еще тоже покажу. Вот я его соединяю, и сейчас он подсохнет, еще тоже будет не такой темный. Здесь тоже как бы раз есть. Вот здесь мы можем за счет разницы в тени, ну, в цвете, да, показать, что вот эта часть впереди. Так. Мы с тобой делали натюрморт, а ты не видишь перспективу и форму. Поэтому попочку вот сюда еще, давай чуть-чуть. Еще. И еще. Угу. А вот теперь мольберт мы вот сюда повернем. И тебе, смотри, расстояние, чтобы сравнивать, маленькое. Теперь тебе удобнее сравнивать натуру, поняла? Когда ты сидишь отвернутая, тебе с натуры, пока ты голову повернула, у тебя уже в мозгу. Вот, и да, ты теперь только погуще краску бери, вот этот коричневый. Также вот у него шерсть растет вот мордой туда, да? Ты берешь и делаешь вот такие мазки. Прям делай большие, не маленькие, а вот пусть они у тебя вот такие будут по росту шерсти. Прям вот здесь тоже. То есть нужно, ты сверху еще вот здесь подсветлишь, ну, более светлой краской. А пока ты делаешь для себя вот эту основу, подготавливаешь. Но опять же работаешь именно мазками. Так, все по форме. Потому как шерстка растет, ты также и кладешь мазки. Вот здесь контур. Вот здесь у тебя светлая. Но за ним, видишь, темная идет. Берешь. Раз. Подготовил. Потом нужно вот здесь еще желтеньким пройдешь. Давай сразу. Так, и вот смотри, у тебя есть уже темный фон. И подготовили мы ушко. Теперь нужно сделать вот эту белую шерстку. Берем густенько беленький. И ты с этим ухом также будешь потом работать. И вот получается у тебя шерстка. Периодически набираешь красочку, где тебе нужно. Усики сделаем в последнюю очередь. Угу. Глазик хорошенький, только вот здесь чуть-чуть подкруглить темным еще потом, хорошо? Угу. Так, ну и соответственно, когда ты здесь ухо подготовишь, тоже светлым вот так сверху сделаешь шерсть. И теперь вот здесь мы его отделяем, видишь, тоже за счет светленькой шерстки. Можно чуть-чуть желтоватую сделать. Ну вот так. То есть кисточку уже не прижимаешь, когда ты делаешь вот эти детальки, а кончиком, практически полусухой кисточкой добавляешь, но сильно не мельчи. То есть мелкие-мелкие мазки не делай, вот лучше делать это вот так. Вот. И дальше добавляешь, где вот желтым теперь начинаешь, где вот у него светло, поверх начинаешь делать вот такие желтые мазочки. Если нужно совсем сухо, вот кончик кисточки можно помочить и дальше. Где-то нужно, можно даже оранжевато сделать. Такой вот красно-желтым сейчас смешаем. И вот у тебя будет такой оранжевый. Видишь, он сразу становится ярче. И вот сюда его можно. Но лучше сначала работать именно большой вот такой кисточкой. А маленькой уже ближе к концу можно какие-то детальки добавить. Причем ты можешь, вот это видишь, у нее есть острый кончик, ты можешь и острые линии тоже делать. Она такая функциональная. Да.
можешь вот эти цветочки, вот здесь же пусто получается, самовар не делать, а сюда добавить вот эти мелкие цветочки оттуда. Вот так. А крышечку тогда перемести вот сюда. Вот, у тебя получится тогда композиция нормальная. Угу. Можешь бумажкой проверить. Я тебе сейчас дам бумагу, приложи. То есть собрать, да, вот она уже выделяется. Потом вот сейчас подсохнет, вы там вот сверху беленькими сделаете. Вот. А вот здесь можно еще темнее сделать. То есть вот тут у нас темно, и вот здесь, видите, под этой штукой еще темно. А потом... Черным, синим, да? Ну, синий-черный, да, как мы мешали в тот раз. Так, и потом... И вот этот снег сильно такой ровный. Надо вот этим темненьким вот как-то вот подзаковыристее вот его темным, сделать. да? Угу. Я его пыталась, как же его сделать. Вы его сильно заравниваете, а он должен быть, наоборот, такой вообще заковыристый. Да. Пушистенький. Нет, сильно ровно. Хулиганистее надо. Короче, берете прям вот этот и прям вот где-то вот так зашли. Вот, ну, прям. И он у вас идет одной шапкой. А где-то он может быть вообще вот так вот. Где-то там кто-то сидел и снег этот цветки скинул. Вот так. Да, то есть оно должно быть не одинаково. Даже вот здесь позаковыристее. Вот. И вот этим черным тоже под этой Просто штукой. непонятно было. Думала, надо или ветку сделать, а потом уже этот снег. А, кстати, про снег. Сейчас, где у нас этот мастихин? Потом в конце можно, только мастихинчик другой возьмем. Можно будет вот так его раз. И вот Как выделить. называется, даже есть так, как это называется. И им сделать. Но это в конце. То есть это я сейчас просто немножко вперед забежала. Так, вот здесь теперь темнить. Да. И потом можно, кстати, вот этот снег не отдельными вот этими точками, они у вас, видите, так в рядочек пошли. Можно будет брызнуть туда красочкой. Это я Раньше мы это делали. Ай, проект это в университете. Где-то можно будет прям, ну вот поставить точечками, например, сейчас. Где-то вот просто поставить, да, вот так вот. Ну, видите, я просто коснулась и не провожу. А где-то мы прям побрызгаем. А где-то вот так мастихином Да, сделаем. потому что тут вот как будто вот тут прям снег, вот он такой вот. Прям вот красивенький. И у меня пока Ну, просто... вот мы уже и птичку можем чуть-чуть подэтовать. Вот. Так, вот здесь темно, да? Да, только вот там для фона лучше возьмите большую кисточку. А я вот в эту сторону вообще не могу тоненькие. У меня не елки не получились в эту сторону тонкие. Ну, а можно перевернуть же. Лист, Ну, конечно. то я сама вставала с той стороны. Ну, тоже вариант. Можно перевернуть, а можно просто как бы, ну, руку потренировать. Ой, подожди, лампу же тебе надо. Да, точно. Так, смотри,
подсолнухи. Ну, вот это у тебя работа есть тут перед глазами. То есть у тебя будут там, где они освещены, прям такие бело... Так, ну вот она та же самая, ну вот видишь, бело-желтенькие. А тут счастливо тебе тоже. И вот, допустим, тот подсолнух, который в свету, у него такие, а те подсолнухи, которые уже... Вот есть тот, который дальний, он у тебя будет вот такой, практически в тени. Видишь, темненький. Вообще я тебе искала бахрому, но сейчас... А можно я краски на следующем уроке начну делать? Да, в принципе, можно, чтобы не мыть. Тут осталось-то время. Так, пока я тебе просто расскажу, что да как. Вот тоже пример с подсолнухами. Тоже, видишь, они в тени вот такие вот темненькие, а этот вот в свету. Разница между светом и тенью. И там, где у них вот эти вот сердцевинки, то есть они как бы округлые такие, там внутри будет зеленоватая вот такая штучка. Так, ну, в принципе, подойдешь, потом посмотришь. И ее тоже ты, когда будешь делать красками, форму вот эту соблюдай, что она как бублик заворачивается. А где-то у меня что-то было с бахромой, я тебе хочу найти. Так там же есть тоненький кончик, просто ее надо не прижимать, а именно... Так, у вас две тоненькие кисточки, делитесь. В общем, суть в том, что самым вот как бы кончиком. Как бы перпендикулярно. То есть она должна быть, да, перпендикулярно листу. То есть чуть-чуть наклонили, уже он будет толстый, этот туз. Вот так резко. И лучше еще раз не проводить по одной и той же линии. То есть вот пусть он вот здесь маленький и торчит. Как бы лучше рядом. Так, раз. И вот так резко. Чуть-чуть коснулись кисточки, не прижимаете ее к холсту. Вот так раз. Вот, все, резко. Будет тонко. Тут еще нужно поймать такой как бы баланс, что ли, между... но это надо нащупать по консистенции краски, то есть чтобы она не была сильно жидкой, сильно густой. Но это вот именно пока не попробуете, не нащупаете ее. Один раз ничего не получится, конечно. Я бы не сказала, что у вас ничего не получилось. Хотя бы видно ее. Ну, видно, вот сейчас она просто слои вот здесь более светлые. А, это подсохла она уже. И все, и вот она. Я вот эту Пока. страшноту вот эту убрала, которая темная была. Держи. А, он засыхает, да? Ну, подсыхать, ну, гуашь, ее можно просто, как бы, Потом если она водой. засохнет, да, водички просто в банку добавить. Ну, лучше И масляными красками или гуашью рисовать? Или кто каждый сам подбирает? Да, ну, кому как, Ну, а собственно. чем масляные отличаются от гуаши? Они Я пришел в студию «5 чувств» Ольги Плотниковой. Я даже не ожидал то, что благодаря ей и ее мастер-классу я смог впервые в жизни такую картину нарисовать отличную. До этого я вообще не рисовал ничего. Все тут очень хорошо. Есть чем рисовать, есть что рисовать. Приходите в студию «5 чувств» Усть-Каменогорска.
Первый раз в жизни кисточку в руках держала. Это было интересно, познавательно. Думаю, что очень многим детям и взрослым было бы полезно этим и интересно этим делом заняться. Мы благодарим Ольгу Александровну за такой прекрасный вечер, мастер-класс. Такое получили удовольствие. Все-таки надо вот так вот отрываться и приходить. И приглашаю всех на занятия Ольги, потому что действительно вы раскрываетесь, вы получаете удовольствие. И занятия эти проводятся для взрослых, для детей. Звоните, пишите.